Долиной царей называют узкую полосу степи. Она спрятана среди потухших вулканов и соленых озер на севере Тывы. Здесь найдено около 200 курганов. 50 из них считаются царскими. Возможно, первое захоронение здесь появилось случайно. История знает факты, когда племя покидало жилище, где умер их соплеменник. Не исключено, что первый царский курган в долине царей был таким жилищем. По своему строению он похож на древние города Урала, Сирии и Восточной Турции. Высота изначально, как считают ученые, была 6 метров. К моменту раскопок, естественно, она немножко осела, 3-4 метра была. Это самый древний курган скифского периода. В центральной части кургана нашли останки царя-царицы, 7 старцев, 1 молодого человека и останки 6 коней. Большинство курганов в долине царей разграблены. Это делалось не только ради золота и оружия. Иногда осквернялся прах могущественных врагов, духи которых могли навредить пришедшим завоевателям. То, что они покойников не боялись, это похоже, да. Потому что мы фиксируем, что первые ограбления идут уже со времени, когда покойники еще не успели разложиться, то есть по свежаку. Аржан-2, самый большой царский курган в долине царей, был построен с учетом нравов того времени. Когда ученые открыли центральную часть, они обнаружили пустой объект. То есть царские захоронения были специально смещены к краю кургана на 14 метров, чтобы обмануть древних расхитителей могил. И именно здесь обнаружили более 20 килограммов золота. Одни из самых богатых раскопок, в мире. Для защиты от разграбления деревянный склеп был спрятан под 4-метровым слоем земли. Захоронение царской четы выдало лишь легкое проседание грунта. Женщине было 30-35, она была либо отравлена, либо удушена, потому что никаких деформаций на костях, наконечников стрел, ничего такого у нее уже не было обнаружено. Со стороны мужчины на стене висело его оружие, со временем это все упало на землю. В области головы и груди огромное количество золотых украшений одежды. На ожерелье супруги царя изображены дикие животные: козероги, олени, горные бараны и всего один кошачий хищник. На погребальных одеждах царя и царицы было нашито около 5000 золотых фигурок этого хищника. На этой одежде нет признаков ношения. Ее одели перед погребением. Другие измерения были, не денежные, а сакральность именно. Золото, свет, огонь, солнце, все это. Погребальные штаны царя были вышиты золотым кольцевидным бисером диаметром менее 1 миллиметра. Это восстановленный кусок ткани. Для его изготовления потребовалось 6 месяцев. Так выглядит оригинал. Он хранится в экспозиции Эрмитажа. Украшение наложницы. Она была захоронена рядом с царским конем. Олень – визитная карточка скифской культуры. Он возвышается на золотой шпильке, украшенной фигурками животных. Козероги, олени, лошади, верблюды и, конечно, кошачий хищник. Олени были преимущественно женским украшением. Этот, вероятно, украшал покой царицы.
Грудь царского коня украшала огромная бронзовая бляха. Возможно, это был царственный символ. На голове коня восседала хищная птица. Она была повернута так, что один глаз смотрел вперед, второй — на всадника. Оружие сделано из железа и украшено золотом. Рукояти отделаны фигурками кошачьих хищников. Ножны были опоясаны кольцами с изображениями охотничьих животных. Колчан украшен дикими кабанами. Фигурки этих животных также встречаются на царской гривне. В этой витрине у нас представлена гривна, символ верховной царской власти. Она была изготовлена 2700 лет назад. Это самый массивный предмет, найденный в этом погребении. Она весит 1,5 килограмма и 3 грамма. Передней и верхней части покрыты припаянными изображениями кошачьих хищников. Их должно было бы быть 138, но вот одна выпала еще при жизни царя. Круглая в сечении часть, она покрыта 4 спиральками животных с подогнутыми ногами. Изначально ученые предполагали, что царь ее вот так вот брал, поворачивал на 90 градусов, снимал и надевал через голову. Но с учетом его роста, по данным русских ученых, 197 сантиметров, по данным немецких ученых 183 сантиметра. Взрослому царь, вот с учетом окружности головы и носа, вот, было бы ему очень проблематично, скажем так, снимать и надевать эту гривну. Получается, он ее, возможно, надел в мальчишеском или подростковом возрасте и больше уже не снимал всю жизнь. Все животные, изображенные на гривне, имеют реальных прототипов в живой природе. Ближневосточный мистицизм появится в скифской культуре Сибири спустя 300 лет. Форма изображения животных по спирали характерна для оленьих камней эпохи бронзы, найденных на этой территории. Все говорит о глубоких корнях культуры в этой земле. Аржан-2 — это уже классика, уже настоящая скифская триада. И там и звериный стиль, и оружие, и конская сбруя, все это есть, уже в сложившемся виде, а звериный стиль в таком развитом, на таком развитом уровне, что трудно предположить, что на Западе такое было. Скифы, конечно, туда все принесли. Еще не построен Акрополь в Афинах. В Китае еще не знали железа. Не рожден Будда, а до выхода на историческую арену тюрков 1500 лет. Находки в долине царей говорят о наличии у раннескифского населения Тывы ювелирного мастерства высочайшего уровня. Увы, к VI веку нашей эры знания в области металлургии были полностью утрачены. Ученые полагают, скифы увязли в войне, степи обезлюдили и были захвачены новым поколением кочевников – хуннами. Впервые енисейских кыргызов упоминает отец китайской истории Сыма Тянь. Описывая походы основателя хунской державы Богатура, совершенные им в начале III века до нашей эры, историк пишет: позднее, когда Богатур покорил на севере владения хуньюев, Цуйше, Динлинов, Гяньгуней, то есть киргизов, и Синьли, все знатные люди и сановники хуннов подчинились ему. Сыма Тянь, Ши-Цзы, I век до нашей эры. Войдя в состав державы Хунну на правах федератов, кыргызы составляли ее западное крыло.
Участвовали в походах и плавили отличную сталь для вооружения и доспехов хунских воинов. Пример кыргызов ярко иллюстрирует относительность физиометрических признаков человека перед фактором времени. Современные кыргызы являются преимущественно монголоидами, тогда как древние были ярко выраженными европеоидами. Вот как описывает их хроника эпохи династии Тан. Хагас есть древнее государство Гяньгунь. Владение Хагас некогда составляло западные пределы хуннов. Народонаселение простиралось до нескольких сот тысяч. Строевого войска 80 тысяч. Жители вообще рослые, с рыжими волосами, с румяным лицом и голубыми глазами. Черные волосы считались нехорошим признаком. Мужчины носили кольца в ушах. Они горды и стойкие. Храбрые из них татуируют руки себе, а женщины по выходе замуж татуируют себе шею.